Руководитель франко-ингушского исследовательского центра в Париже, доктор наук университета Париж-Сорбонна-Сите. Ученый Иса Боков уже 25 лет живет во Франции. Его жизнь посвящена изучению богатой истории и подлинных фактов своего народа. Ингушетию глазами исследователя видели во многих странах Европы. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов отмечает, как важен труд ученого и благодарит за вклад в развитие своей малой родины. Исе Бокову, как настоящему патриоту, вручают юбилейную медаль «100 лет ингушской государственности». За вклад в социально-экономическое и общественно-политическое развитие Республики Ингушетия и в связи с столетием государственности Республики Ингушетия наградить юбилейной медалью «100 лет государственности Республики Ингушетия» Бокова Ису Магомед Гиреевича, доктора экономических наук, исследователя Центра по деловому праву и управлению университета Париж-Сорбонна-5. Столетию было нашей республики государственной памятную монету. Вместе с патриотами исследовательского центра они проводят огромную работу, добывая ценные архивные материалы, которые пополняют музейные фонды. Глава Ингушетии отмечает, что такие люди, как Иса Боков, славят республику, рассказывая о важных деталях ингушской государственности. Сегодня особенно важно гордиться своей родиной. Самое главное в этом сложном международной обстановке наши земляки, они получают знания, несут с собой нашу идентичность. Я думаю, в дальнейшем, чем мы можем помочь в целом и Россия в целом продвигать наши культурные наследия, вы говорили про ЮНЕСКО, вот, как это вот должно быть-то? Потому что мы должны отстаивать интересы государства в целом, но и продвигать, кто мы есть. Прежде всего, я хочу выразить сердечную благодарность вам, Али Максимович, вам за внимание, которое вы уделили мне, за награду, которую я сегодня получил. Это награда коллективу, экспертному совету Франко-Ингушского исследовательского центра, потому что у нас работает большая группа патриотично настроенных ингушей разного уровня образования, имеется в виду, я имею в виду, по направлениям. И они нам помогают, мы думаем о республике, потому что мы знаем свой корень, поэтому мы настроены на то, чтобы всеми возможными силами помочь республике. Вы поддержали наши проекты, я хочу выразить вам еще раз такую искреннюю благодарность. У нас есть проект «Сохраним ингушский язык и культуру». Мы работаем совместно с Министерством культуры и Миннац. И у нас уже есть первая воскресная школа по изучению ингушского языка в городе Ницце, Франция. У нас также мы открыли 36 учеников у нас в группе. У нас мы открыли класс по ингушскому танцу, тоже разделили на две группы. Кстати, преподаватели, они бывшие выпускники, ну, вернее, участники нашего ансамбля. И поэтому у нас нет проблемы с кадрами. Учительница ингушского языка, она выпускница университета, филологический факультет, поэтому в этом плане вот, я хочу выразить благодарность, потому что мы теперь дальше будем это и в Германии, и в Бельгии, где у нас компактно проживают наши семьи, чтобы создавать вот эти классы. Как отметил Иса Боков, франко-ингушский исследовательский центр в Париже тесно сотрудничает с архивом и музеями нашей республики. В 2022 году ученый передал Госархиву Ингушетии в дар дискографию религиозных старинных песнопений и рассказов, которым более 110 лет. Эта находка – результат огромной работы. Речь идет о 4 дисках, 8 записей с уникальным хоровым исполнением религиозных песнопений ингушами. На грамм-пластинках нашли и фрагменты ингушских шуток, рассказ Хато и Юнуса, также сольные выступления Ильяса и Фенди Азиева и уникальный Назымыш. Франко-ингушский исследовательский центр, он объединяет выпускников университетов, людей, которые уже работают в разных, ну, по разным направлениям и специальностям. И мы занимаемся изучением истории Ингушетии. Чисто Ингушетии. Мы не касаемся других народов, потому что наш интерес выявить максимально написанные истории,
и потом ее привезти сюда. И здесь мы знакомимся с артефактами, с воспоминаниями наших предков, ну, старожил, который вот еще передается из поколения в поколение. И мы это все сверяем, и мы выводим на новый уровень то, что связано с нашей историей, я имею в виду и Средневековье, и вот аланский период, и вот современный период. У нас вот была беседа с Махмуд Али Макшариповичем. Мы, люди, живущие за рубежом, наши ингушские семьи, постоянно интересуются жизнью. То, что происходит в Ингушетии, они проинформированы. Сейчас такая возможность предоставлена, социальные сети, телевидение. Кстати, ваше напрямую работает на другие страны, и ингушские семьи смотрят на наше телевидение. Вот. Поэтому мы обсуждали экономическое развитие республики. У нас есть предложение по этой теме, но прежде всего сюда сейчас вошел Микаил Гуцариев, сейчас ведутся очень много работ, то, что касается Горной Ингушетии, по нашему культурному наследию, и связанное с туризмом, развивается туризм. У нас были предложения по созданию туристического кластера в Ингушетии. И у нас есть на этот счет предложения, вот я их сегодня озвучил. Федеральный орган, это Россотрудничество, другие структуры, они очень одобряют работу Ингушетии в том плане, что мы за рубежом, развивая культурную дипломатию и научную дипломатию, мы продвигаем Ингушетию. Ингушетия, почему Ингушетия? Это мы показываем многообразие культур в России. Что вот одна из республик Северного Кавказа, вот Ингушетия. И вот таким образом эта работа у нас ведется, и мы сегодня об этом говорили. Мы говорили также, что у нас есть ингушские традиции и обряды, которые были раньше. Я вот передал сегодня Махмуд Али Макшариповичу диски, которые мы выкупили во французской библиотеке Митерана. Это диски 1911 года. Они немного шумные, там плохо слышно, но там есть назымаш наших хор во главе с Азиевым в тот период, 1911 год. И есть ингушский зохол. Зохол, когда стояли девушки, стояли парни, парни сидели, зохол, дуциш, вот это бигшт зохол. И мы сегодня ставим вопрос, что нам нужно эти наши традиции восстанавливать, потому что это хансхолчажды, свадьбы у нас, и у нас как-то это не проводится сейчас. И вот этот диск, который мы привезли, он нам дал импульс тому, что действительно надо это восстанавливать. И я видел, как глава республики был заинтересован, потому что наши традиции, если они будут здесь, их будут видеть за рубежом, наши семьи. Поэтому сейчас онлайн, вот такие вот социальные сети, они дают возможность. И поэтому мы сейчас вот на таком пути. Исследователи и дальше продолжат изучать историю своих предков. Важно, чтобы как можно больше фактов стали достоянием общественности. Ведь наш народ и наша Родина богата своей идентичностью и историей. Лина Цучуева, Султан Булгучев, Магас 24.